В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Сразу два инцидента в школах Якутии. В Покровске учитель обратилась в полицию из-за нападков старшеклассника, а в Якутске 5 учеников отравились лекарствами. Ленск готовится к паводку. В районе уже работает группа специалистов из Якутска. Компания «Вертолеты России» поможет в развитии малой авиации Якутии. Соответствующий документ подписан на площадке Арктического форума. Гаражи демонтируют в Якутске. Для капремонта улицы вывезут гаражи, если этого сами не сделают владельцы. В Мирном завершился традиционный фольклорный фестиваль среди школьников. Дайджест событий Ниренгринского района в материале наших корреспондентов. Следователи проводят проверку по факту отравления школьников в Якутске. 5 учеников 7-й школы столицы республики отравились медицинским препаратом. Установлено, что девятиклассники употребили сильнодействующий медицинский препарат, который принесла в школу одна из учениц. С острым пероральным медикаментозным отравлением школьников госпитализировали. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. С детьми, родителями и работниками школы работают следователи. На данном этапе установлено, что 5 девятиклассников употребили сильнодействующий медицинский препарат, принесенный в учебное заведение одной из учениц. 9 апреля текущего года все они были доставлены в республиканскую больницу с острым пероральным медикаментозным отравлением. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствие располагает данными о том, что школьники приняли препарат из любопытства, не осознавая степени грозящей их здоровью опасности. В рамках процессуальной проверки следователи установят детальные обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов образования и профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход процессуальной проверки находится на личном контроле руководителя следственного управления. Вчера 5 подростков одной из городских школ были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в педиатрический центр республиканской больницы номер 1. В результате употребления сильнодействующего препарата внутрь, где им была оказана оперативная медицинская помощь. Госпитализированы приемное диагностическое отделение. В настоящий момент состояние всех пациентов оценивается врачами как средней тяжести. Наблюдается положительная динамика. И в ближайшее время они все будут выписаны. Все необходимое лечение получают в полном объеме. Другой инцидент в школе произошел в городе Покровске. Десятиклассник средней школы номер 2 во время урока начал оскорблять учителя химии, используя ненормативную лексику. Видео попало в сеть благодаря одноклассникам, которые снимали происходящее. Судя по видео, никто из них за учителя не вступился. Позже педагог написала заявление в полицию с просьбой принять меры. Как нам сообщили в МВД республики, в отношении ученика 10 класса составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». На комиссии по делам несовершеннолетних в улусной администрации дело пока не рассматривали. Начальник управления образования района Елизавета Мартынова на запрос нашего телеканала ответила, что находится в отпуске. От комментариев отказалась. Я такая, а он какой плохой, вы сами на меня вот слышите, да, как разговаривает человек при всех. Ну и дальше давай говорить, что там у тебя еще в запасах. Вот что запасы. Ну ты подойди, я должен ходить, я не помню. Пошел вон. Сама иди. Иди отсюда. Закрой дверь. Погромче хлопни и уйди отсюда. Жильцы дома по улице Семена Данилова в Якутске доведены до отчаяния. Все дело в том, что в 2012 году их дом признали аварийным. А в этом году, согласно федеральной программе, должны были расселить. Но вместо этого они сегодня утопают в талых водах, а городские власти им сообщили, что с переселением придется подождать. В ситуации разбиралась Сусанна Рожина.
Кажется, городской власти абсолютно безразлична судьба людей, живущих в неблагоустроенном деревянном жилфонде. Несмотря на то, что этот дом давно, еще в 2012 году, признан аварийным, люди, в том числе и инвалиды, вынуждены жить в невыносимых условиях. Каждую весну их затапливает буквально собственными же фекалиями. И люди каждое утро вынуждены чуть ли не босыми ногами выходить из своих комнатушек, чтобы выйти на работу. Все равно люди вот босыми ногами до туда ходили. Невозможно было сюда вот так вот это ставят городушки, а дети бегают, и падают, бегают, и играют, и в мяч играют здесь. Писала заявление и в мэрию, и Аксентьевна писала заявление, на прием к ней просилась, все эти документы у меня есть, чтобы, вот у меня муж инвалид, да, он ни в туалет не сводить, никуда, ничего, а вот сейчас вот это проблематично у нас, да, чтобы нам помогли, как бы, чтобы, да, наш дом находится на сносе, да, под снос он идет, но сказали, как только выдадут, как придут деньги с Москвы, как будет строительство, как что-то, ну, года 2-3 еще живите. Это был ответ такой. Но в таких условиях жить еще 2-3 года, как предлагают городские власти, невозможно. Люди устали бороться с безразличием и уже своими силами пытаются откачивать эти фекальные воды. Но выгребных ям нет, мусор также не вывозится, а в туалет просто невозможно зайти. Сам туалет я покажу вам, пожалуйста. Если возможно туда ходить, пусть их жены придут сюда. Их жены отправить сюда их детей. Ну хватит мозги. Еще раз повторяю. Ну вот можете судиться с ними, с управляющей компанией, если что. Я же вам тоже помогаю. Люди уже доведены до края и просто не знают, к кому обратиться за помощью. Ну, девочки нам сказали, что мы в 2012 году поставили дом на аварийность. Да. И мы стоим в первых числах. Угу. Ну вот ждем. Ну, как сказали... В общем, сказали, что еще деньги не поступили. Звонили мы в ДЖО, хотя сказали март, апрель, май, июнь. Сейчас уже сказали осень. Этого года? Да, этого Вообще, года. Ну, не знаем, точно мы не знаем, но говорят, еще деньги не поступили. Сроки расселения постоянно передвигаются, но даже инвалиды, которые по закону должны бы получить квартиры в первоочередном порядке, не могут этого добиться. Kotiitten kälän brastar galchugas üşedik emtenler условия олорару. А тем временем городские службы и управляющие компании кивают друг на друга, а проблемы людей не решаются. По информации Кудрстрой идет от парка этих лотков. После того, как будет произведена от парка, соответственно, вся вода с этих домов начнет уходить, в том числе с придомовой территории. Пока лотки не были отпарены, нами производилась откачка своими силами. Такая же ситуация по улице Семена Данилова, 3. Даже если нет никакой возможности расселить людей прямо сейчас, то попытаться создать нормальные условия для проживания здесь все-таки могли бы. Просто вывозить вовремя мусор, чистить туалеты и как можно чаще откачивать фекальные воды. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске гаражи 202-го микрорайона демонтируют. Управа Губинского округа готовится к проведению капитального ремонта улиц Аруна Амалона и Илларионова. Согласно плану, предполагается четырехполосная улица с велосипедными дорожками. В конце мая определится подрядчик, и уже во второй половине года начнутся работы по строительству дороги. Сейчас управа просит собственников убрать с территории гаражи. После 15 апреля начнется принудительный вывоз. Повесим уведомление о том, что с 15 апреля уже будут демонтированы, уже будут отвезены. Уже есть оператор, это муниципальное предприятие «Жилкомсервис», отвозит на охраняемую территорию. Туда уже сами хозяева будут уже выкупать свои гаражи. На сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Компания «Вертолеты России» поможет в развитии малой авиации Якутии. Соответствующий документ подписан на площадке Арктического форума. В Мирном завершился традиционный районно-фольклорный фестиваль среди школьников. Дайджест событий Нерюнгринского района в материале наших корреспондентов. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск.
Сегодня в Санкт-Петербурге завершает свою работу Международный арктический форум. В эти дни на площадках форума Якутии подписан ряд соглашений, перспективных на развитие арктической зоны. И сейчас на прямой связи из Петербурга наш корреспондент Максим Кардозо. Максим, привет. Ждем от тебя последних событий. Добрый вечер, Алексей. Конечно, сегодня последний день работы форума, но все равно программа очень насыщенная. Начался день Северного форума, где говорили об изменениях климата, а также как улучшить жизнь населения, которое живет в условиях Арктики. Но об итогах самого форума я хочу спросить у замминистра по делам Арктики Республики Саха-Якутия, у Михаила Александровича Погадаева. Здравствуйте. Расскажите об основных тезисах, которые разрешились во время форума. Да, действительно, программа этого форума в этом году очень насыщенная. Вчера мы были свидетелями главного события, это пленарного заседания с участием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, с участием глав арктических государств, в котором обсуждалась международная повестка сотрудничества в Арктике, ее устойчивого развития, изменения климата, развития инфраструктуры в Арктике. Глава государства озвучил поручение по разработке стратегии развития арктической зоны Российской Федерации до 1935 года. Также поручение по реализации национальных проектов, в том числе в арктических регионах России. Поэтому вчерашний день, конечно, был очень важным, и состоялись тоже различные сессии, различные площадки по обсуждению и Северного морского пути, и развития инфраструктуры, создание условий для инвестирования в Арктике и так далее. Сегодня мы уже начали работу с заседания Северного форума, то есть на межрегиональном уровне. Это сотрудничество, которое существует уже много лет. Мы как раз-таки говорили о том, каким образом улучшить развитие инфраструктуры и условия жизни людей. Я участвую практически во всех форумах, и сегодня мы видим, что реально сейчас начались уже какие-то изменения в федеральной политике в отношении арктических регионов. И это главный итог, наверное, сегодняшних дней. И я думаю, что вот эти все решения, которые были приняты, они окажут действительно влияние на повседневную жизнь жителей Арктики и развитие в целом этого макрорегиона. Большое спасибо. Ну что же, а мы еще продолжаем работать. И, Алексей, тебе слово. Спасибо, Максим. Я напомню, что на прямой связи из Санкт-Петербурга, где завершается Международный арктический форум, был наш корреспондент Максим Кардозо. Развитие Арктики – это в первую очередь улучшение жизни населения. Чем привлекателен север и почему необходимо делать его более доступным, расскажет Юрий Осипов. Автомобильное сообщение здесь только 4 месяца в году, в период автозимника. Самолеты хоть и летают каждый день, иной раз даже по несколько рейсов, но из-за дороговизны билетов для путешественника это выходит накладно. Верхоянский район является одним из уникальным районов на северо-востоке нашей республики. Здесь у нас очень богата история, культура и самобытность нашего населения. В данное время в Верхоянском районе работает 4 туроператора. Визитной карточкой Верхоянского района являются Киселяхские горы. Это священное место для каждого верхоянска, и в основном туристы направляются именно туда. Хотим, чтобы наше население параллельно организовывало различные туры и тем самым могли заработать, можно сказать, в развитии, сделать шаг к развитию туристического предпринимательства в нашем районе. Верхоянский туризм развивается не только в привычном понимании. Так, Батагайский разлом, образовавшийся в середине 20 века, стал буквально научной лабораторией на открытом воздухе. Ученые со всего мира приезжают сюда для исследований. Я думаю, что обязательно это стоит посмотреть и почувствовать, что такое мерзлота, которая на провале прямо видно. То, что интересно там, что все наглядно и все понятно. Там по горизонтам, по слоям и по находкам можно почувствовать, какие были тут за последние много тысяч лет назад условия. С целью развития туризма в Верхоянском районе провели фестиваль «Верхоянск. Центр холода земли». Частью грандиозного праздника стал старт масштабного международного проекта «Покорители холода», который может стать еще одним направлением развития туризма, но уже экстремального. Очень символично, что именно здесь, в Верхоянске, где впервые в мире была установлена самая низкая температура в 1885 году, очень символично, что именно здесь этот старт проекта состоялся именно на этом историческом месте. Верхоянск – один из самых древних городов
и ему сейчас не хватает как можно привлечь больше внимания. Безусловно, туристический потенциал Верхоянского района огромный, но его невозможно реализовать без поддержки государства. Юрий Осипов, Семен Семенов, Верхоянск. В Ленске состоялось расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Здесь готовятся к паводку. Весеннее половодье на реке Лена – одна из самых волнительных тем для жителей района. Доля безопасного пропуска паводковых вод в городе работает группа из Якутска. О ходе подготовки репортаж Анны Кожевниковой. Ленчане к паводку готовятся основательно, отметили члены рабочей группы из Якутска. Наводнение 2001 года ни для кого не прошло бесследно. Подготовка встречи пропуска весеннего половодья в Ленском районе оценили на очень хорошо. Поэтому, конечно же, мы считаем, что это от горького урока ленчанам, который наша природа преподнесла в 2001 году, когда произошло серьезное наводнение, люди тут готовятся душой. В первую очередь была проведена проверка не только готовности района к чрезвычайной ситуации, но и работа подразделений местного пожарно-спасательного гарнизона. В случае ухудшения обстановки, повышения уровня воды у нас выставляется 4 пожарных поста на пожарных автомобилях, то есть у нас заранее личный состав расписан. А также выставляются 2 отделения на мотолодке со средствами пожаротушения. Утро в этот день для всех задействованных в случае ЧС служб, предприятий и учреждений началось с командно-штабных учений. Высоко оценили работу службы ЕДДС, которая оповестила о начале мероприятия. Был проведен смотр техники, которая будет работать на дамбе в случае прорыва. Это 14 единиц самосвальной техники, 14 погрузочных тракторов. Это эвакуационная техника на случай возникновения такой необходимости, 14 единиц автобусов. Это службы Ростелекома, это службы западных электрических сетей Ленского энергорайона. Это медицинская служба, служба правоохранительных органов охраны общественного порядка. После чего заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия посетил эвакопункты. А кровати вы где берете? Кровати у нас, значит, основная доля это детских садов, учреждений, и есть свой запас материала. Да. На расширенной комиссии отчитались о подготовке к чрезвычайной ситуации во время паводка главы населенных пунктов, попадающих в зону затопления. Толщина льда в этом году превышает норму на 10 сантиметров, но меньше прошлогодней на 13. Как отметили специалисты, Ленский район готов к паводку. В Ленском районе в каждом населенном пункте есть свои запасы, и у руководства есть понимание, выработан уже алгоритм действий на предупреждение возникновения, либо на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Кромку ледохода в Ленском районе стоит ожидать в первой начале второй декады мая, что раньше срока примерно на 6-8 дней. Но более точные прогнозы Якутский гидрометцентр опубликует 16 апреля. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск. Редкие исторические съемки, в том числе уникальные кадры 1924 года с похорон Ленина, в которых принимал участие Максим Амосов. Все это работы, участвовавшие в 16-м республиканском конкурсе «Кинолетопись Якутии». Он прошел сегодня в историческом парке «Россия. Моя история». Конкурс проводится с 1999 года. Жюри оценивали не столько операторское мастерство, сколько историческую, общественную и культурную ценность киноматериалов. Конкурс «Кинолетопись Якутии» – это такие своеобразные итоги года прошедшего. Предположим, что за прошлый год у нас фонды наши пополнились на более чем на 1000 единиц хранения. Из них жюри отбирает наиболее ценные в культурном, в общественном, историческом плане документы. И потом из них также, скажем, формируется несколько номинаций. И победителей мы чествуем на итоговом подведении конкурса «Кинолетопись Якутии». В столице Алмазного края прошел районный фольклорный фестиваль школьников. Это мероприятие проходит в Мирном с 2001 года. Раньше фестиваль проходил ежегодно, а с некоторых пор организаторы решили проводить его раз в 2 года. Подробности у Анны Винокуровой. Воспитанницы детского образцового ансамбля «Сударушка» готовятся к своему выходу на сцену. К фольклорному фестивалю «Радуга» девочки готовились долго и попали на гала-концерт мероприятия. Мы чуть волновались, готовились мы несколько месяцев, но у нас все равно одна девочка, когда мы танцуем, она с танцем немного потупливает. Месяца полтора.
Фольклорный фестиваль «Радуга» начался с выставки «Кладовая ремесел». Здесь участники представили свои работы в разных видах прикладного творчества. Всего в фестивале приняли участие более 300 детей от 7 до 18 лет со всех поселений Мирнинского района. Участие в этом фестивале у каждого творческого ребенка и у руководителей ребят дает какие-то новые творческие планы, новые какие-то высоты ставит перед ними, которые потом они стараются завоевать. Участники фестиваля представили свои номера в разных жанрах фольклора. Здесь ребята представили не только якутский и русский фольклор, но всех народов, которые проживают в Алмазном крае. Все выступили очень достойно, и никто неплохо. У всех очень хорошо получилось. Все победители фестиваля фольклора «Радуга» получили заслуженные награды. Теперь талантливые дети Алмазного края встретятся еще через 2 года, чтобы определить лучших. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Далее эфир нашего телеканала продолжится дайджест событий Нерюнгринского района. Я передаю слово моей коллеге Александре Цибиковой. Добрый вечер. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха-Якутия посетила Нерюнгринский район. Одна из главных целей рабочего визита была связана с положением детей-инвалидов в Республиканском доме-интернат. Анна Соловьева посетила и ознакомилась с деятельностью центра «Вектор» в поселке Чульман для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В центре созданы необходимые условия, но несколько замечаний все же есть. Одно из которых – разбитый въезд, по которому не могут проехать даже грузовые машины, привозящие продукты. А вот в Республиканском доме-интернат условия труда для обучения детей-инвалидов совершенно непригодны. 160 детей, что превышает вместимость интерната на 30%. Помимо этого в здании просевшая кровля крыши, на ремонт которой нужно 5 миллионов рублей. Как заверило Министерство труда, этим вопросом они уже занимаются. Детский дом-интернат все-таки должно построить второе плановое здание. Вот тогда мы можем, как говорится, сказать, да, мы для детей создали соответствующие условия. К сожалению, на сегодня ни работникам дома-интерната, ни бедным детям, которые находятся в них, нет тех условий, которые им обязаны предоставить мы по законодательству. Мероприятия по проверке работы водителей легкового такси выявили многочисленные нарушения в Южной Якутии. Прошла профилактическая операция «Такси». На территории Нерюнгринского района сегодня лицензию имеют 82 индивидуальных предпринимателя такси. Чтобы выявить нелегально работающие легковые автомобили, в Южной Якутии проходят регулярные рейды. Нелегальный таксист не прошел технический осмотр. Перед рейсом доктора не прошел. То есть в каком состоянии находится. Может, он наркоман, в алкогольное опьянение, правильно? Может, у него давление повышено, в аварии попадет. Если мы будем проводить рейды, например, раз в месяц, то так и мы не решим эту проблему. Недобросовестность таксистов все равно будут появляться, потому что чуть-чуть вроде почувствовали контроль со стороны государства, потом он ослаб, и они опять возвращаются на круги свои. Вот этого нельзя допускать. Поэтому перерыв должен быть небольшой, и наступаем, тогда можно добиться результата. В итоге подобный вид перевозок становится опасным для пассажиров. Жители района могут легко получить информацию о наличии разрешения на осуществление данного вида деятельности у водителя машины, которая пришла по вызову. Вот таким был день сегодняшний в Нерюнгри. Оставайтесь на канале Якутия 24, будьте в курсе всех событий.